Жители микрорайона Даниловка в селе Хатасы остались без света и электричества. Отключили, несмотря на своевременные выплаты. Выяснилось, что деньги за электроэнергию в течение нескольких лет собирал председатель, и до поставщика услуг они так и не дошли. Юлиан Бояркин разбирался в ситуации. За свет платили, но его отключили. Жители микрорайона Даниловка бьют тревогу. В течение нескольких лет многие из них исправно передавали деньги за электроэнергию председателю их товарищества. Тем не менее, в Якутскэнерго образовался долг более чем в 1 миллион рублей. Оказывается, наш председатель с 2016 года не оплачивал поставщику Якутэнерго за электроэнергию, хотя мы регулярно все платим. И те, кто здесь зимует, и все у них большие деньги, потому что газа нет. Вот, все идет на электричестве. Всего в этом микрорайоне более 100 участков. Все они остались без электроэнергии. Среди них есть и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены готовить на костре. Сейчас благо лето, а вдруг зимой бы отключили как-то это. Якутэнерго говорит, что надо разбираться, собирать документацию, там, кто должен, чего должен. Как оказалось, председатель товарищества является также и генеральным директором компании «Якутэнергострой», которая проводила свет в дома этих жильцов. По его словам, из миллионного долга порядка 400 тысяч рублей собрать с жильцов не удалось. Остальные 600 тысяч были потрачены на другие нужды микрорайона. И ремонтные работы, допустим, были проведены здесь. Вынуждены были сделать перенос линий. Потому что деньги эти куда ушли? Часть денег, потому что там работы-то много было сделано. Ну и дополнительные работы где-то там, по-моему, около 2 миллионов. Оплачено там. Вот сейчас идет разговор о 600 тысяч. По словам представителей энергосбыта, товариществу уже в мае этого года предоставляли реструктуризацию долга, однако и эти платежи к ним не поступили. Сейчас, чтобы восстановить подачу электроэнергии, им необходимо оплатить хотя бы часть. В связи с тем, что ранее уже не было исполнено с них предыдущее соглашение, данному товариществу необходимо осуществить погашение частично. Процент уровня где-то 20% от имеющейся задолженности. Рядом с микрорайоном проходит линия Якутскэнерго. Администрация Хатас предложила жителям помощь в переподключении, чтобы после урегулирования ситуации платить поставщику уже напрямую. Сейчас жители микрорайона уже не хотят иметь дело с компанией «Якутэнергострой», как и с его генеральным директором. Их обращения в различные инстанции были переданы в республиканскую прокуратуру, которая должна будет провести проверку и выяснить, кто же все-таки должен заплатить долг. Юлиан Бояркин, Василий Соловьев, Вести, Якутск.